Что вам хочет сказать Бог? Это довольно необычное гадание, довольно необычный расклад. Расклад самопознания и в то же время соединения с высшими силами. Более того, формат будет совершенно необычным. Вы можете смотреть этот расклад с начала и до конца, не прерываясь, а также можете открыть его в любом месте. Именно то, что нужно услышать, вы и услышите. Именно на этой фазе, на этом этапе жизни вам нужно услышать только такие слова и никакие другие. Что вам хочет сказать Бог? А ведь каждый день Он говорит с нами. Он живет среди нас, Он живет внутри нас, Он живет вокруг нас. И Он говорит с каждым, но мы Его не слышим. Попробуем прочитать послание Бога для вас и поговорить с Ним сегодня. Ответить Ему, может быть, даже, да, ответить Ему. Знаете, вот сколько я живу, я всегда слышу от людей Богу претензии, но редко когда слышу благодарности. Итак, давайте будем смотреть на картах Таро. Это инструмент для познания всего вокруг себя и внутри себя. Поэтому мы посмотрим, а что вам хочет сказать Бог? Что Он хочет сказать? Если бы вы сейчас могли увидеть Его воочию перед собой, что бы Он сказал вам? Давайте посмотрим. Так, в первую очередь, дорогое мое дитя, я всегда любил тебя. Я люблю тебя. И я буду любить тебя, что бы ни случилось в твоей жизни, что бы ни случилось в жизни окружающих тебя людей. Я возьму тебя за руку и буду идти вместе с тобой. И я всегда проявлял к тебе любовь. Я проявляю ее прямо сейчас. Ты живешь в потоке изобилия. Изобилие открыто для тебя всегда. Ты можешь им воспользоваться. Ты можешь взять энергию в свои руки. Ты можешь открыть для себя любые невероятные возможности. Все зависит только от твоего желания. Хочешь ли ты идти со мной и дальше? Я никогда не оставлю тебя, но ты можешь замечать меня или не замечать меня. Тебе скоро придет послание от меня. Оно будет проявляться в физическом мире. Оно придет через человека, который принесет это послание. Какими бы ни были там слова, знай, что это мои слова. Хорошие они или плохие, они нужны для тебя. Они нужны для твоей жизненной трансформации. Но подсказку делаю для тебя, что слова эти будут хорошими. С кем-то будет разговор, который изменит все в твоей жизни или очень многое. Этот разговор давно назревал и был послан именно мной. Этот разговор нужен тебе для твоей души, для твоего успокоения, для твоего сердца. Какими бы жертвами не награждала тебя судьба, какой бы опыт не проходил ты или не проходила, я всегда был рядом. Я всегда поддерживал тебя. Но те жертвы, те испытания, которые ты или прошел или прошла в прошлом, это все было нужно для твоего прозрения, для твоей трансформации, для изменения именно внутреннего, для изменения души, для того, чтобы душа развивалась. Все, что ты жертвуешь каждый день ради других, это не напрасная жертва. Да, я сочувствую всегда и плачу вместе с тобой. Да, когда ты приносишь в жертву себя, свои силы, и тебе кажется, что это было зря, знай, что это было не зря. И на самом деле многие люди внутри благодарны тебе, но они не смогли выразить это словами. Они не смогли выразить это
от души, потому что боятся благодарить. Они не научились благодарить. Но внутри они тебе были благодарны. Есть человек, для которого вы сделали очень-очень много, но не получили, скорее всего, той отдачи, той благодарности, той энергии в ответ. И я заявляю, что это было нужно, что этот человек на самом деле внутри благодарил каждый день, каждую минуту, каждую секунду, но не смог сказать. На самом деле этот человек плакал в одиночестве, но не мог сказать об этом. И да, этот человек много обвинял себя, много сочувствовал, много сопереживал, но, к сожалению, выражал все совершенно иначе. Демонстрировал, возможно, или равнодушие, или какую-то холодность, отчужденность, или просто не те эмоции, какие действительно испытывал внутри. Но я Бог, я заявляю, что на самом деле у этого человека есть душа. Я считаю, что в этом мире у всего есть две стороны. И эти две стороны, как зеркало, отражают друг друга. Я Бог, я создал этот мир таким. Часто вы люди, видите его дуальным. Дуальный — это значит, что есть две стороны, добро, зло, черное и белое, но на самом деле это все едино. У вас в этом мире, на этой земле есть человек, который является вашим зеркалом, который является вашей, с одной стороны, противоположностью, а с другой стороны, абсолютно идентично похожим человеком. Почему противоположности ты видишь в этом человеке? Да потому, что не можешь в себе что-то принимать. В себе эти же качества не можешь принимать, какие ты в нем не принимаешь. Но это твоя вторая половинка, и ты ходишь с ней по земле сейчас. На сегодняшний день это так. Ты ходишь по земле со своей второй половинкой. А это значит, что вы можете встретиться. Я, как Бог, как самая высшая сила, могу соединить ваши пути. Хочешь ты этого или нет? Может быть, они уже соединены. Задумайся, чувствуешь ли ты такое соединение энергетическое. Я не буду раскрывать всего своего плана, но каждый твой шаг именно следует моему божественному плану. И я посылаю тебе невероятную любовь. Я посылаю тебе единство души. Я посылаю тебе твое близнецовое пламя, чтобы быть вместе раз и навсегда, изучать друг друга. Потому что так развивается душа. Мой путь для тебя может быть, кажется испытанием. Но на самом деле это не так. Я каждый день выстраиваю твой путь наиболее идеальным для твоего развития. И скоро тебе открывается новая дорога. Я открываю для тебя другое пространство. Ты будешь изучать новую землю, новые края. Ты увидишь другие города или страны. Я посылаю тебе эту дорогу для того, чтобы разнообразить свою жизнь, для того, чтобы получить положительные эмоции. Я благословляю тебя на этот путь. Я хочу, чтобы ты собирался или собиралась в дорогу. Я знаю, что, может быть, это не хочется тебе, но это нужно сделать для того, чтобы достигать в жизни своих целей, для того, чтобы мы всегда шли рука об руку, слушайся меня. И открывается путь, открывается дорога, и тебе нужно будет ехать. Это обязательно. Эта дорога благословлена мной. А это значит, что ты можешь доверять этой дороге, этому пути, и открываются возможности в твоей жизни. И опять дуальность. Белое и черное и белое, добро и зло, соленое и сладкое. Ты видишь этот мир с двух сторон, а я вижу все едино. Для меня нет добра и зла. Для меня нет плохого или хорошего. Я знаю, что это все инструменты развития души.
Да, я посылаю тебе поток изобилия, я посылаю тебе богатство в жизнь, процветание. И соединяю тебя с силами твоего рода. Я, как Бог единый, как Бог, который сопровождает тебя каждую минуту, каждую секунду твоей жизни, знаю, что есть внутри тебя обида. Обида на твоих родственников, обида на твоих близких. Но я открываю возможности, чтобы эта обида была устранена. И как только она будет устранена, а в скором времени так и произойдет, открывается поток изобилия в твою жизнь и богатство, материальное богатство, которое я благословляю тебе. Я знаю, что ты можешь воспользоваться богатством и процветанием во благих целях. Я знаю, что ты сможешь помогать другим от имени Бога, от моего имени. И я знаю, что ты достойный для этого человек. Все люди достойны богатства, однако на определенном этапе. Ты достигаешь этого этапа прямо сейчас, в очень скором времени. Я посылаю тебе мудрость, великую мудрость, великий ум, развитый ум. Я выведу твои пути, дороженьки в скором времени к тому, чтобы твой ум развивался все больше, твое мышление развивалось все больше. Гуляй, читай, слушай развивающие тебя видео, обучающие уроки разные. И твое мышление, оно будет все больше и больше ускоряться и все больше и больше развиваться. И ты достигнешь мудрости, ты постигнешь мудрость, и ты сможешь эту мудрость передавать новым поколениям. И ты сможешь эту мудрость передавать другим людям. Ну, вот такой вот ответ от Бога сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть наш канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Life. Всем пока и до новых встреч.